В начале XIX века аварское нуцальство было крупным и влиятельным владением, державшим в зависимости ряд аварских союзов и сельских обществ. В аварском нуцальстве не было единой системы административного деления. Здесь наряду с бегствами встречались и так называемые военные округа, которые по требованию нуцала выставляли воинов на собственное довольствие. В соответствии с этим определялось и местное управление. Во главе владения стояли наследственные нуцаалы, так называемые нуцалчи. Все вопросы внутреннего и внешнего управления решались ими. От правящей верхушки хунзахских нуцалчи после коварного убийства в Шимахе в 1774 году правителя аварского нуцальства, Мухаммада Нуцала, власть здесь перешла в руки его сыну Умма-хану. Через небольшой промежуток времени Умма-хан со своими победоносными войсками выступил против шимахинцев, чтобы отомстить им за убийство своего отца. Прежде, чем выступить на путь священной войны против своих врагов, Умма-хан вместе со своими дружинами сначала устанавливал свой шатер на неделю в местности Талтаа, затем примерно на месяц в Таптидао, а затем примерно еще на 1 месяц в Бутик-Каал. После всего этого Умма-хан приблизительно на 10 дней разбивал свой шатер еще в местности Чедар-Чвалеп-Тлиара. Делал он это исключительно для того, чтобы к определенному сроку заранее собрать народ, чтобы они смогли бы как следует подготовить снаряжение. Когда, наконец, шатры появлялись в последней из названных местностей, весть об этом доходила до всех башен и крепостей аварии, и к Умма-хану отовсюду начинали стекаться воины. Продолжалась эта церемония до тех пор, пока Умма-хан вместе с колоннами своих воинов, возносящих хвалу великому Аллаху и его пророку Мухаммеду, не достигал равнинной части джарских территорий. Обладая многими похвальными качествами, воины Умма-хана в боях вели себя очень храбро и были всегда готовы принять смерть за веру в Аллаха и своего храброго и воинственного нуцаала Умма-хана. Через небольшой промежуток времени после гибели отца Умма-хан в народе стал известен как Великий. Прозвище это он получил за свою храбрость и многочисленные походы, которые он совершал за пределы Аваристана против своих внешних врагов. В мирное время Умма-хан Великий находился в своем дворце в Хунзахе, окруженный грандиозной для своего времени хунзахской крепости, построенной в стиле средневековых замков, предназначенной для обороны от внешних и внутренних врагов. Громоздкие и высокие стены крепости, выложенные по всему периметру из тесанных массивных камней с зубчатыми открытыми бойницами, внушали противнику мысль о ее неприступности. Хорошо известно, что подобные сооружения в прошлом предназначались не только в оборонительных целях, но и в качестве передачи вестей. Традиционная церемония и ритуалы проводов в очередной поход аварского войска являлась обязательной. Здесь Умма-хан Великий выезжал на своем белом боевом коне из площади своего дворца к месту сбора, за воротами дворцовой крепости, где его ждали вооруженные ополченцы из различных аварских обществ. Сюда же перед отправкой на войну своих близких и родных собирались их родственники.